От реализации национальных проектов до хода проведения осенних полевых работ. Традиционно в правительстве республики обсуждают самые важные темы, которые требуют решения в ближайшее время. Первым заслушали доклад о ходе заключения госконтрактов по объектам и мероприятиям национальных проектов, которые реализуются как в республике, так и по всей стране по инициативе президента России Владимира Путина. В этом году регион принимает участие в реализации 44 проектов в составе 12 нацпроектов. Из 66 запланированных контрактов подписано 65, кассовое исполнение 71%. Минстрой 66% из средств, которые расходует Министерство строительства. Минприроды 99,8%. Минздрав 74%. Минавтодор 89%. Минсельхоз 92%. Минкульт 100%. Минобрнауки 97%. Минэкономразвития 84%, Минспорта 100%, Коммолодежи 100% и Комтуризма 27%. В общем мониторинге Минфина России на 6 ноября республика находится в зеленой зоне по 5 национальным проектам по кассовому исполнению. Это экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, культура, малое и среднее предпринимательство и международная кооперация экспорта. По этим проектам кассовое исполнение превышает от среднего значения по Российской Федерации где-то на 12-15%. Здесь у нас отрыв хороший. Как реализуется нацпроект «Жилье и городская среда» в Магасе, доложил глава администрации Зейд Арцханов. Так, в марте этого года заключены 4 муниципальных контракта по благоустройству 4 городских территорий. В столице региона завершаются работы по благоустройству скверов по улицам Назарбаева, Кулиева, Горчханова и 65 лет Победы. Какую дату ставим по парку? Все остальные работы по озеленению и по установке вот этих модульных зданий, они будут до конца ноября закрыты. А вот касаемо установки мяча, это сложное такое архитектурное сооружение, поэтому я там не могу сказать конкретно, но до конца года точно будет. В республике уже близится к завершению осенняя призывная кампания. На 10 ноября на призывные комиссии явилось около 750 человек. Ряды вооруженных сил этой осенью уже пополнили около 100 призывников из Ингушетии. Лучше организованные мероприятия призыва – это такие муниципальные образования, как Мазрановский район, Малгобекский район, город Малгобек, Жайрахский район. В этих муниципальных образованиях, будем говорить так, наверное, более широко проведена агитационно-разъяснительная работа среди молодежи. И там очень много ребят, которые желают проходить военную службу. На совещании также подвели итоги работы Минэкономразвития республики. По данным министерства, численность официально зарегистрированных безработных в сентябре снизилась почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом и составила 24 600 человек. Объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2023 года составил 5 миллиардов 500 миллионов рублей. Индекс физического объема инвестиций 80,5%. Положительная динамика в промышленном производстве она сохранилась и обеспечила рост индекса промышленного производства на 10,6%, и по результату которого мы заняли 2-е место в СКФО. Вклад в рост внесли обрабатывающие предприятия, это 109,8%, это обеспечение электроэнергией, газом, светом, это 102,2%. Также, водоснабжение, водоотведение, проведенная работа по сбору и утилизации отходов и загрязнение окружающей среды 141%. Так, объем отгруженных товаров, собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг силами промышленных предприятий составил 88,3 миллиарда рублей, что составляет 122,5% к уровню прошлого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Оборот организаций по добыче полезных ископаемых составил 1,8 миллиардов рублей, что в сравнении с прошлым годом увеличилось на 63,1%. Еще одна у нас крупная отрасль – это сельское хозяйство, по которому идет положительная динамика, это 102,3%. Общий объем продукции составляет 14,5 миллиардов рублей. Здесь в основном идет увеличение
продукции животноводства у нас увеличение в 1,9 раз, по молоку на 3,1%, яйцам тоже на 3,7%. Кроме того, также сохранилась положительная динамика увеличения численности поголовья крупного рогатого скота, это на 1,5%, или если в количестве 71 300 голов. Ликвидация в республике стихийных свалок – одна из тем совещания. По данным Минприроды, на территории региона выявлено 68 несанкционированных объектов утилизации твердых коммунальных и строительных отходов. 10 из них в Магасе, 9 в Сунже, 7 в Назрани, 13 в Сунжинском районе, 17 в Назрановском, 10 в Малгобекском, по одной в Карабулаке и Малгобеке. Администрация муниципальных образований дан 1 месяц для устранения выявленных нарушений. Работа по выявлению свалок и контролю за их устранением продолжается. По итогам данной работы вся информация о выявленных нарушениях с сентября этого года направляется в прокуратуру Республики Ингушетия для принятия мер прокурорского реагирования. Ход осенней уборочной кампании также вопрос для обсуждения. В республике под урожай 2023 года произведен сев на площади более 71 тысячи гектаров, обмолочено около 35 тысяч, собрано свыше 130 тысяч тонн зерна. На сегодня идет уборка поздних яровых культур – кукурузы, подсолнечника, сои, картофеля и овощей. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Ахмед Парчиев. Новости 24.